Всем привет! Меня зовут Люда Ильминских, и я продолжаю снимать рубрику «Честный разговор про удмуртов». Сегодня мы в гостях у самой талантливой и творческой супружеской пары удмуртской эстрады. И это, конечно же, Иван Котельников и Алена Тимирханова. Мы узнаем, как начался их творческий путь, как создаются лучшие удмуртские хиты. Ну и, конечно же, как уживаются два творческих человека в одной семье. Ну что, Вань, привет! Привет. Большое спасибо, что разрешили приехать. У вас очень-очень классно. Но сегодня мы находимся у тебя в студии, и я так прямо чувствую атмосферу, что тут, наверное, много всего интересного делается, и я думаю, что ты позже расскажешь. Собственно говоря, хочется спросить о том, вообще, как начался твой творческий путь, и как вообще получилось так, что ты оказался на сцене. Это огромное, там, не знаю, желание с детства, или кто-то привил это? Как это получилось? Ну, это желание с детства, да. Я прямо с детства уже мечтал, видел. Я даже, когда ложился спать, допустим, да, я вот включу, ну, как уже, когда повзрослее был, включу наушники и какую-то музыку слушаю и представляю, что это я пою. И представляю, вот глаза закрываю, вот как будто это сцена большая, и там поют, и вижу как бы себя туда, представляю, что я на сцене эту песню пою, там все там... Аплодируют? Да. То есть, в общем, принцип в том, что мысли материальны, надо всем включать, слушать и постоянно думать. Есть, кстати, такая даже методика, что надо. Поэтому... Ну да, слушать надо. Да. Много надо слушать. Ну, вообще, как бы, я не знаю, было мне 1,5 года, мне отец купил маленькую гармошку такую, как игрушечная гармошка такая, мама рассказывала. Тоже, то есть я на кровати, ну, в детской кровати, да? Я встаю ногой, то есть за левый ремень туда цепляюсь, и вот эту гармошку вот так вот дергаю и типа танцую сам. И, конечно, я это не помню этого всего. Вот. Ну, где начались вот это, не знаю, первые выступления? Я знаю, что закончил музыкальную школу, дальше там это колледж культуры. Нет, музыкальный колледж. Музыкальный колледж, да? А музыкальная школа была? Да, музыкальная школа была. 6 лет музыкальной школы, потом 4 года музыкальный колледж и 5 лет в Пермский институт. Ну, там уже, когда я выпускался, была академия. То есть вот тот вообще все то время, пока учился, уже выступал на сцене? Ну, в музыкальной школе, конечно, как бы я выступал уже, там просили, заставляли, ну по учебе уже выступал. Помню, в садике тоже выступали уже. То есть первая сцена — это, конечно, своя деревня, свой клуб в деревне, где еще. Вот, а потом еще учился, когда в школе, помню, ездили на конкурс гармонистов, это было в Дебиосах, это уже район, как бы это все равно чуть-чуть выше, больше. Ну и вот. Потом, не знаю, каким-то образом меня мама говорит: надо, давай в музыкальную школу пойдем. Я говорю: нет, не хочу, не пойду, потому что 4 класс всего, там интернат, надо было жить в интернате. Ладно, как бы ты живешь дома и учишься, да, и когда ты живешь в интернате, в таком возрасте все равно как-то хочется домой, хочется там друзьям. А до этого, до 4 класса я ходил на кружки, то есть у себя же дома в клубе, кружок гармонистов, там, ваянистов, там. И как так у меня все получалось. Но я больше люблю как бы на слух, у меня начал я тоже на слух все, на гармошке в 5 лет. Вот отец мне показал одно произведение, такое, чисто вот музыка народная такое. То есть он сам-то не играет, так произведение 3 может. То есть ты воспринимаешь на слух? Да. Играешь и воспринимаешь музыку? Я потому что учился 15 лет по нотам, не мое. То есть как бы получается. То есть вообще получается человек талантливый, раз уже все это изначально было понятно. Ну, любовь к сцене, вот она, например, вот музыкальная школа, как правило, у детей, да, ты это любишь, но все равно родители там заставляют и так далее, да, какой-то. Но это было такое, что вот каждый раз, выходя на сцену, что ты получаешь максимальное удовольствие от этого? Нет, это было, знаете как, это получается было... Это было очень большое стеснение. Невозможное стеснение было.
И какой-то был страх. Ты вроде бы хочешь, ну как бы тебя заставляли это делать, как будто бы. Вот то, что ты учишься, вот у нас будет концерт, тебе надо спеть. И вот тебя заставляют. А у тебя такой страх, какой-то, как бы в душе-то хочется, а так не хочется выходить. Не знаю, что страх такой был. То есть есть такая как бы любовь к сцене, но не понимаешь, как ее преодолеть, и да? Ну, да. Но со временем я понимаю, что сейчас, когда смотришь на тебя на сцене, когда ты там очень... Ну, публику встречает всегда очень-очень тепло. Ну, это где-то года 2-3, наверное, только прошло, когда я уже вот полностью могу выйти на сцену и Кайфово. себя ощущать свободно на сцене со зрителями, общий контакт находить, общий язык. А когда я только начинал, это был 2011, 2012, 2013 год, я там вообще не разговаривал, просто было, тоже вот так же, какой-то страх, какое-то стеснение. А сейчас выходишь на сцену и даже петь не хочется, хочется разговаривать со зрителем. Надо как-то настраивать зрителя, чтобы поймать их, чтобы они поймали тебя. Потому что, допустим, вышел, спел артист, вот они вот настроены были на этот артист, они его послушали, и теперь выходишь ты. И как-то надо заколдовать их чуть-чуть, да, вот, чтобы они настроились на тебя. Я сегодня вот показывал, как я обычно делаю. Если я выхожу, вот так вот выхожу, если зритель просто аплодирует, молчит, я захожу за кулисы. Снова. Зритель начинает понимать, что происходит. Обратно выхожу, и уже совсем другая реакция у зрителя и у меня тоже. Эта фишка как бы твоя, она родилась у тебя? Ну, как-то, не знаю, так пошло так. Ага. Ну, вообще зритель тебя действительно запоминает по каким-то таким вот, не знаю, моментам. Еще давно-давно, там, в году, наверное, в 16-м, есть у меня там родственники, друзья, которые говорят, вот Иван Котельников, вот ты увидишь, вот как он там на сцене, какая энергетика, там, не знаю, как он двигается, вот этим уже там все сказано, и песни, и поет типа весь зал. То есть как бы вот уже вот это, когда действительно видишь себя выступающего, вот это вот, как ты говоришь, какое-то стеснение или что-то другое, вот я бы не подумала, что еще 2 года тому назад Иван Котельников там стеснялся или что-то такое. Ну, я почему-то всегда в себе так не уверен в том, что я, в принципе, не могу петь. Петь не могу. Ну, то есть я, может, пою чисто, да, вот. У меня нет диапазона. Большого диапазона, как у людей, которые, допустим, там 3 октавы поют. У меня всего 2 октавы, там больше я не могу. И я очень как-то стеснялся тоже. Я вообще стеснительный человек, вообще. Я и этого стеснялся, что я не могу петь, я не могу разговаривать. И зритель меня не поймет, наверное, что я хочу ему передать, что и я не знаю. Знаешь, Вань, я вот тебя слушаю, и мне нравится, что ты такой реалист, что ты открыто об этом говоришь, а не так, что, ну, как бы, скрывая как-то это. Это классно, что ты сейчас об этом вот так вот говоришь, и вот это твоя, наверное, естественность и нравится зрителю. Это очень может классно. быть. И вот, когда мы вот соленый, да, вот у Алены такой голос, прямо такая вибрация. Я вот не могу вибрацию сделать. Я так хочу, чтобы у меня свободно как-то все это шло. Я вот слушаю, вот, допустим, сейчас вот Сумишевский поет, там, Стас Михайлов, да, вот такие голоса у них, такие вибрации красивые. У меня этого всего нету. Я подумал, что надо брать чем-то другим, не голосом. Вот. И решил, что надо или гармошкой брать, или как-то на сцене вести себя так, как не ведут другие, допустим. Вот прыгать, допустим, там с гармошкой прыгнул. Как это? Начинаешь прыгать просто, когда прыгаешь, и так от зала такая энергетика, они как вот это видят, и они так орать начинают, ну не орать уже, да, так начинают кричать, так свистеть, ну, и вот это вот. И ты прямо это, как бы это в кадре затормозил, такой красиво. Падать не хочется. Понятно. Вот, я решил то, что может надо вот брать эти. Ну, классно, это... Хочется еще задать, конечно же, вопрос, какая первая, я знаю, что ты вообще композитор, да, аранжировщик, пишешь тексты классные. Какая первая песня была написана? Это было давно, в классе 6, я даже не помню. В 6-м? То есть... Это такой детский лепет, как бы я влюбился, да, и начал вот. Нет, есть... а как то, что уже услышали, вот вообще первая песня в плане
музычку? Тоже Ну, уже это всё удмуртская песня «Ой, малый меда», наверное, была, которую в 2011 году я написал. Ну, уже вот на большую сцену в Удмуртии я уже с ней начал выступать. Потом Чеберлаше пошла, потом дальше. Мгм. Ну, классно. Сколько песен насчитывается? Я не знаю, А. не считаю. Как бы люди, которые приходят вообще сюда, вот в студию для записи, ну, ты всем рад? Или есть такое, что вот кому-то вот я не буду делать работу? Ну, почему? Нет. Всем рад. Ну, сейчас вот в последнее время я отказываю. Почему не хватает времени? Чаще. Раньше я брал все делал. Сейчас у меня творчество не здесь, а сейчас у меня творчество вот немножко в другом. Из-за этого я уже вот целое лето. Я вообще не люблю работать с кем-то, как бы я люблю работать один. Вот это вот все, я один все делаю. Мне не надо, чтобы мне там сказали и говорили, вот давай так сделаем, давай так вот. Ну, не люблю я с кем-то работать, я вот один все. Вот ты как вообще, как музыкант вообще, ты один же работаешь? То есть у тебя вот нет уже дуэта, да? Ты поешь, как правило, ну, да, со своей супругой, конечно, с Аленой, а в принципе выступаешь ты как одиночка, да? Ну да. Я понимаю, конечно, что если петь вдвоем, втроем, четвером, пятером, это, конечно, мощно. Это круто, это многоголосие, это на сцене смотрится очень красиво, эффектно, богато, да? Ну, были такие мысли, но пока вот один. Почему-то. Да, и, конечно же, все знают про эту вашу дружбу с посадскими ребятами. Как сложилась дружба с ними? Сейчас или вообще? Нет, вообще. Как? Вы имеется в виду, вы учились вместе? Или... Нет, там такая история, я как раз год отучился в Перми, потом меня забрали в армию, после армии я приехал, и однокурсница говорит, вот ищут говорит, гармониста. Не баяниста, а именно гармонист. А почему-то в Перми мало очень гармонистов. Вот у нас в Ижевске очень много в Удмуртии, а в Перми мало. Вот давай, говорит, телефон номер дам, созвонитесь, там сами потом решите. Я созвонился, да, в пятницу приехал. Пятницу, да, все, даже помню дни, пятницу приехал, там директор был, он уже, взрослый, лет под 60, наверное, было. То есть там это старшая группа была, то есть, которая создана там в 70-х годах, еще в 80-х. Вот. Давай, говорит, сыграй туда, хоп-хоп, сыграл. Все. Он говорит, в воскресенье концерт, вот тебе жилетка, штаны, рубашка есть, едем. Я говорю, как? Это уже посадские были? Это вот старшая. Ага, поняла. Которые потом они... Переформировали? Там руководитель умер, болел. Потом уже вот Даша, это внучка у руководителя, она уже свои руки взяла с мужем. Это уже молодой состав. Просто оставили название посадские ребята, чтобы он так и был. И вот он говорит, вот едем. Так я говорю, даже песен ваших не знаю. Ничего, говорит, сыграешь. И вот стоял на сцене в воскресенье и не знаю, что упал, играл. Но стоял. Целый концерт стоял. Что-то подбирал. Но это очень большая школа для меня была в том, что я раньше не мог, допустим, одновременно играть и петь. На баяне, допустим, я играю на баяне и пою. Или на гармошке. Вот благодаря вот этой группе, когда мы начали вот так часто, или как называется-то, часто, усердно ездить по концертам. В общем, гастроли, да? Да, очень было много концертов там. И это меня научило. Это, вся жизнь, учеба. Хочется спросить, сейчас много, все равно пандемия, как ты говоришь, действительно затормозила этот процесс, да, творческий. Но, наверное, в пандемию много было можно чего написать и классно чего-то сделать, если, конечно, стройка не отвлекала. Вот что сейчас самого такого, что вот что-то новое, что хочется сделать, какие вот планы прямо на будущее? Вот что сейчас происходит? Именно сейчас? Ну да. Сейчас, конечно, нет, концертов нет. Вообще нет? Вот вы с кто-нибудь сотрудничаете? Я не знаю, почему-то вот
В кафе разрешаются, а в домах культуры не разрешается. То есть пока нет. Я не понимаю. Есть, конечно, вот дискотеки на свадьбы, на юбилей как бы зовут, а именно концертов, ну, свадьбы и юбилей это очень, конечно, не то, это другое. Там не отдаешь себя зрителю. Там только ждешь уже, когда все закончится. Понятно. Нет, может быть, записать какой-то новый альбом, с кем-то выступить. Может, есть какая-то там идея с кем-то в дуэте спеть. Я вот про наполеоновские планы. Пока нет, какая-то душевный отпуск такой, что ли, не знаю. Пока нет ничего такого. В общем, творческий душевный отпуск. Тоже классно. Отдых пока. Это не наши кулисы, если что. Не ваши? Так у нас забора нету здесь. А что они к вам уходят? Кого ты считаешь из наших удмуртских артистов самыми талантливыми, ну, и успешными, которые для тебя прям образец? Ну, нет таких конкретных Вообще нет? артистов. Каждый артист талантлив по-своему и успешен. Ален, привет еще раз. Мы уже поговорили с твоим мужем Ваней. Он, конечно же, как всегда, на позитиве, и это очень чувствуется. Сегодня, конечно же, хочу спросить о том, как началась вообще твоя творческая карьера, с чего она началась, и была ли какая-то зажигалочка. Может быть, это все началось, не знаю, с большого выступления, с какого-то, или кто вообще привил любовь к музыке и творчеству? Ну, вообще у нас вся семья поющая. Я родилась в поющей семье. Папа играет на гармошке, поет, а мама у меня пела и танцевала. Вот. И как мама моя говорит, что ты уже родилась, как бы когда родилась, я уже начала петь. То есть прям с самого детства, да? Ну вот сколько я себя помню, вот с детства, когда мне задавали вопрос, когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать, я всегда говорила, я буду певицей. Ну, то есть и выбрано потом, не знаю, образовательное учреждение, тоже исходя из этого, да? На одном конкурсе просто мне не дали призовое место, потому что сказали, что у меня нет музыкального образования. Вот. И я решила доказать, что я получу обязательно музыкальное образование, и я докажу, что я смогу и здесь как бы занять первое место там, ну, призовое место. Ага, то есть получается, что это еще в рамках школы было или уже после? После школы. То есть есть, вот если музыкальное есть образование, еще какое-то, да, есть образование помимо? Мама отдала в музыкальную школу. Я очень мечтала научиться играть на фортепиано, но так как не было уже мест, меня отдали на аккордеон. Аккордеон тоже хорошо, я даже представила, как это выглядит. Алена Тимирханова. Видно было, как аккордеон играет. Понятно. Колледж культуры закончен, да? Вот что дальше? Ну, дальше я решила вернуться на родину. На родину туда, к себе, в Башкирию? Да, в Башкирию, на родину. Уже работать специалистом, как бы свои-то нужнее. А где работали? В РДК. Село Верхние Таташлы, Республика Башкортостан. Вот работала там руководителем народного вокального ансамбля «Забава». То есть все началось с «Забава». А то все в соцсетях смотрю, где-то если читала тоже, «Зангари». Везде слышу, что «Зангари». Но начало «Зангари» это было в колледже, потом уже, вот, значит, в Башкирии «Забава». И самое интересное, как бы все знают Алену Тимирханову из этого творческого такого дуэта, да, с Николаем Анисимовым. Как встретились с Колей? С Колей мы знакомы уже давно. Может, наверное, с 2006, может, года так. В общем, не помню, какой это был год. Вот. Но прошло время, в 2008 мы, так получилось, что снова встретились. Он, естественно, меня не помнит, как мы познакомились, потому что... Он уже тогда был звездой, да? Да, в то время он уже был такой узнаваемый человек. Николай Анисимов. Так, и как сложился, ну, как решили, что вот теперь будем мы вот
творчество строить вместе? В Доме дружбы народов проходил какой-то фестиваль. Вот там вот мы встретились с ним, разговорились. И он мне предложил спеть там дуэтом, ну просто как бы на Пробную. попробовать дуэтом. Вот. И ему самому очень как бы близки татарские песни, да, и вот у меня, может, это, наверное, в крови как бы все равно ведь передается из поколения в поколение. Вот, и мы пели с ним и татарские песни пробовали, и что-то переводили там, на удмуртском пели. Так вот у нас родился дуэт, спели песню «Талмас», и вот после этого, знаешь, как вот песня вышла, бац, и ты звезда. То есть, подождите, первая песня, то есть была спета на удмуртском или Да. на татарском все-таки? На удмуртском. На удмуртском, ладно, хорошо. Так, понятно, то есть... Нет, это родились- просто уже просто когда мы встречались вот так вот на фестивалях или на концертах, мы всегда с ним пробовали что-то вот там попеть какие-то песни. Мгм. Кто из вас там переводит песни, пишет? Ну, больше, наверное, Коля, моя мама. То есть мама пишет для вас? Да, она с татарского уже переводит нам на удмуртский, и вот мы поем. Здорово, здорово, когда вокруг творческого человека еще большее количество творческих людей. Но вот этот союз, сколько он уже длится творческий? Если с 2000 с какого сказали? 2008, наверное, вот. Да, но это уже приличных так. Сколько? 12 лет, да? Да. Ну, помимо этого, большие друзья, да, еще, что здорово. Конечно же, вопрос про участие в этом вообще классном проекте «Эктоника», который, я считаю, не просто, да, функционирует в рамках Удмуртии. Мне нравится, это классно, что они выезжают за пределы и показывают культуру, что мы можем. Я считаю, что это, ну, нечто очень крутое, что важно для республики. Какое вы принимаете вообще участие, как с ними сотрудничаете? Я знаю, что сотрудничаете. Как это бывает? Молодец, во-первых, Владислав Горжак, это вот продюсер «Эктоники». Он предложил нам, Коле, мне и Ивану, предложил еще тогда, когда вот только начинался этот проект «Эктоники», предложил нам ездить с концертами с ними вот, и уже дискотеки. Вот. То есть Это вот, можно сказать, первые шаги, наверное, тогда начинались именно с «Эктоникой». да, я хорошо это помню. Эти концерты, которые там с Петей Пушкиным тоже вот это вот все зарождалось. Да, то есть у вас отношения выстроены, они вас приглашают на какие-то концерты, да, в рамках. Выезжаете ли куда-то вообще вместе с ними за рамки Удмуртии, показывая вообще творчество и культуру Удмуртии? Ну, То есть да, ездили в Сыктывкар, ездили мы с ними вместе. Нынче должны были поехать в Эстонию, но так как вот вся вот эта вот пандемия, у нас не получилось. Ну и, конечно, хочется еще задать вопрос по тому, как вообще, я знаю, что ты еще пишешь, ну, тексты. Но это бывает очень так редко. Да, редко, да, Да. бывает, но все равно. Это просто, знаешь, нужно время. Мне просто нужно, чтобы вот сесть, сосредоточиться, расслабиться, да, чтобы тебе никто не мешал. Но как мне не будут мешать дети, это всегда. Мама всегда нужна детям. Ну, то есть получается, что это, то есть ты тот человек, которому нужна тишина и спокойствие, а не всё, так, что- что на ходу да. рождает, ну, как бы нужно умиротворение. Понятно. Ну, классно. Я надеюсь, надеюсь, что мы какие-то классные, там, не знаю, тексты услышим еще там твои тексты. Может, ты пишешь для себя или для кого-то, если написано? Раньше писала чаще, наверное, когда еще училась в школе, я писала как стихи. Мне просто нравилось этим заниматься. Вот. Понятно. И хочется спросить, ну, кто из удмуртской нашей эстрады, да, нынешние такие творческие люди, человек, которого ты считаешь, ну, прям талантливым, кого бы хотела выделить? Ну вот, Павел Александров, я, наверное, даже скажу, что я вот в какой-то части, наверное, вообще его фанатка.
потому что я прям обожаю его творчество. Анастасия Иванова тоже вот молодец, она сама пишет песни, играет на гитаре. Я вот таким людям вообще всегда удивляюсь, как можно петь и одновременно играть на каком-то инструменте. Вот мне не дано это, вот сколько пытались меня научить, да, в колледже культуры. Вот я, конечно, сдала инструменты, но это не мое, чтобы одновременно играть и петь. Ну, у тебя есть на это муж. Ну что, мои хорошие, я прямо уже даже к вам прикипела. Вот эта атмосфера, которая, в принципе, когда вас видишь на сцене, где-то встречаешься на Эктонике, на Удмуртске и так далее, да, и мне хотелось увидеть в рамках дома, как это будет. На самом деле одинаково от вас чувствуется вот это какое-то тепло, простота, какая-то харизма у каждого из вас есть. Ну и, конечно же, вопрос, где вы познакомились? Прямо вот сама встреча какая была? Все там же. На сцене. Все же это опять связано с творчеством. Был такой момент. Я учился в Перми еще тогда, 2011 год. Мне пишет некая Алена Тимирханова. Видите ли, хочет она, видите ли, аранжировку у меня попросить. А я евреем был тогда. Ну, как бы, это же мой труд, я могу тебе только продать. Вот, аранжировка нужна была Орине, на какое-то мероприятие, что ли. На какое-то мероприятие надо было ей аранжировку. И она спросила, знаешь ли ты Да. Ивана Котельникова? Я говорю, да, говорю, есть у меня такой Ну человек нет, в ты меня друзьях. не знаешь, но я у тебя есть в друзьях. Вот. И, в общем-то, я ее отшил. В смысле, сказал, что не будет делать? Нет, я сказал, не дам. А, Или так не говорил. И мы так подумали, что жадина. Ванька жадина. Да. А потом я фотки-то перелистал, такой думаю, как я мог такой красивой девушке не дать минусовку? так, через какое время оказалось, что вот такая красивая? Ровно через год. То есть понадобилось год, чтобы понять. Да, в 2012 год, там был октябрь месяц. Нас позвали в филармонию выступать на Наталья Ушакова. Наталья Ушакова, да. Она мне еще писала летом, вот нет ли желания у тебя выступить с Анной Плотниковой на проекте «Две звезды». Я говорю, конечно, есть. Вот. А Алена тогда звонком пела. Как Кизелёс. Ну, как Кизелёс, «Две звезды», да. И тогда у меня репетиция прошла, потом у них репетиция, то есть вот в кабинете вот у нас прошла репетиция, потом у них. Я увидел, так застеснялся, мне так это неудобно стало, да, вот то, что я зажал на аранжировку там. Она такая одевает свои красные туфельки, эти, не помню еще, вот эти шнурками вот эти вот танцевальные одевает. Такая веселая на меня смотрит, говорит, привет. Я такой, ну я же мужчина, я не должен себя показать, что как клоун там веселый. Такой, здравствуйте. И я ушел. Вот ушел. Ну потом вот там уже следующие репетиции уже начали как-то что-то общаться. Потом она в Башкирию, я в Пермь, потом опять на дискотеку нас позвали Эктоника, потом. Я ребятам предложила, я говорю, вот есть такой талантливый человек. То есть ты с ним не общаешься, ты уже как бы... Или уже общалась тогда с ним? Вообще, когда мы еще даже не общались, я ребятам сказала, вот, говорю, есть такой парень, говорю, так виртуозно играет на гармошке, говорю, давайте его тоже приглашайте в Эктонику. То есть ты не просто так уже говорила, давайте пригласим, он тебе уже, как бы симпатия была? Нет, у меня еще тогда не было симпатии. Просто если я вижу, например, творческую личность какую-то, мне хочется, чтобы и другие люди смогли увидеть этого человека. Зачем сидеть, этот самородок прятать где-то? Пускай его тоже увидят все. Ну и как бы с этого и закрутились, да, отношения? Ну, мы стали Встречи. созваниваться, общаться. Ну, конечно, как, не сразу, конечно, все так шулда-булда сначала было. Ну нет, в плане в том, что сначала просто общались, Творчество выступали, сначала. да. Я-то сразу как бы
У меня сразу так душа в рай пошла, но какое-то время. Сколько вместе прожили до свадьбы? До свадьбы мы прожили там 2014 года, получается, 3 года, да? 3 года. Ну, чисто уже вот так вместе прожили. Мгм. А до этого еще просто... так уже лет 7. До свадьбы лет 7, получается, вместе были. Ну да. Нет? 2012 года. Как познакомились. Нет, ну мы там же как просто как общались, ну что-то как-то... у нас- 13 получается. Ну, что-то с 13. А и мы и расставались там, ну, много чего было. там. То есть, как бы, получается, что раз вы творческие люди, отношения тоже такие, знаете, с пылом жаром. Помню, даже 2-3 раза расставались. Потом опять сходились, что-то опять сошлись, и вот. В общем, прям Санта-Барбара в отношениях. Ну, как бы он там встает, что такие там, и я тоже хочу. показать, Да, она же как бы я скорпион еще, ужас. ведь- Я ведь тоже, мол, непростая. А кто вообще ведущий в отношениях? Ну, Сейчас ты уже как-то не обоюдно, знаю, да, вместе, сразу да. уже. и, Тут же забываешь, и она что может это что-то мне вообще. сказать, так и я могу что-то такое сказать. Ну, как бы, ну, не сказать там обидное, а настоять на своем. Там. А, как правило, бывает всегда человек, но все равно тот, кто вот сглаживает как-то вот эти семейные углы, чтобы лишний раз там... Ты занимаешь такую позицию? Ну да. Да, у нас бытовуха уже идет. Нет, это просто по-женски так Да, чисто. нет, конечно же. Она очень... Я вот по знаку зодиака весы, да, я очень нерешительный и вообще... У меня вот так вот постоянно то ли да, то ли нет, то ли да, то ли нет. А Алена, она наоборот вот надо, допустим, сделай, давай, вот она такая. Я ей говорю, вот, Алена, вот так, что сделать-то? Так иди, сразу, только не думай, так иди. Ну, то есть она подталкивает, Она это очень классно. помогает в том, да, потому что я по жизни такой нерешительный, надо или так, или сяк, или как сделать. Вот все, что вот здесь вот мы делаем, вот это вот перегородки, эти все комнаты, расположения, все, она как бы Руководит так, процессом. а я потом беру молоток и так, все. То есть она все говорит, как надо. Вот у нее мечта была окно панорамное с пола, вот. Она говорит, сделай мне хотя бы вот на веранде такое окно. Ну вот, чуть-чуть что-то получилось. Мгм. Ну, я просто смотрю, я даже когда пришла, прям, Ваня, тебя чувствуется такое, что помимо того, что ты там музыкант, да, классный, что, ну, ты хозяйственник такой. Вот все прямо вот как Алена попросила там вот классно сделать, и ты это с такой любовью и с душой делаешь, и все сделано своими руками, там студия, вот эти вот окна, я думаю, что очень будет классно, панорамные окна, вообще как бы чувствуется, ну, что ты прям создаешь уют, и это еще хорошо, когда жена руководит, говорит, надо так, и если муж это воплощает, ну, как это может быть? Ну ладно, сейчас пандемия, я понимаю, в этот период, да, вот эти вот все постройки и так далее. Но как может быть творческий человек совмещать вот это вот еще и много-много вот этой домашней работы? Это сложно? Ну, не хватает немножко времени, вроде надо и в студии посидеть, что-то пописать, что-то новое придумать. Надо и здесь поработать, дома. И все артисты потом мне пишут, мол, Алена, почему Ваня там не берется за наши песни? Мол, может, это ты там на него так влияешь? Вот, Да, я на как самом бы- деле некогда Я просто. как будто Ваня не разрешаю писать фонограмму. Я говорю, до меня бы он еще дошел, до моих песен. Я же говорил уже то, что не люблю с кем-то работать. Даже вот можно и друзей, конечно, позвать. Как бы приедут все, помогут. Вот не хочу, не могу. И еще, знаете, я знаю, что вот у тебя, например, в Инстаграме, там, не знаю, ВКонтакте, большое количество у вас подписчиков, у тебя там 8-9, да, сколько там тысяч подписчиков. Не всегда все реагируют там положительно, может быть, пишут комментарии, хейтеры какие-то, которые... Как реагируете на вот какие-то отрицательные отзывы? Ну, раньше, наверное, как-то все равно на каждый комментарий, там, на каждое какое-то слово сидел вот так вот, например, там, день-два ходил и думал, хотя человек совершенно посторонний, он тебе вообще никто. Вот. А сейчас вообще, ну, Раньше Ну, вот, не обращаем на это внимания. раньше вот когда только контакт вот появился, да, вот это вот тоже 2012 год, как-то что-то все начиналось, как-то еще реагировали, да, как бы
Ну, отвечали в такой же форме, как они, допустим, нам отвечают, там пишут. Ну, не грубо, как бы, так. То есть, как бы, в принципе, если там те грубости, то ты можешь и на место поставить. Ну, я не могу его на место поставить. Я напишу шутя, допустим, вот так-то, так-то и так. А сейчас вот реально, сейчас реально как бы уже даже уже... Просто не читаем, да? А знаешь, что еще хотела добавить? Помнишь, Влад предложил на учебу? Нету, говорит, у Вани желания поехать в Фадеево, Максима Фадеева, ну, повысить свои там, профессиональные навыки. Я говорю, давай. Мы, говорю, его спрашивать не будем, он, говорю, поедет. И все. Я говорю, Вань, надо, говорю, ехать на учебу. поживешь, съездить. Нет, ну там же не только Фадеев был, там были аранжировщики, и у Бузова были, и у Димы Билана, и Сергей, звукорежиссер был, у Лазарева был, ну то есть там... Профессионалы. Там было 10 уроков по 1,5 часа, что ли, это было с 8 утра до 9 вечера. Там перерывчик, обед был, и вот. Ну, Фадеев, он больше рассказывал, конечно, про шоу-бизнес. Я все равно тоже интересно стало, как бы, я должен был идти на другой, но я пошел к нему. Угу. Ну, как бы полезные знания получил. И несмотря на то, что говорите, что там, не знаю, Ваня там где-то скромный, где-то, все равно две творческие личности, эмоциональные оба, я уверена. Как вы в быту еще, вот, возможно, это легко уживается? Вы не спорите ли вы типа там на тему, что вот ну не надо было так записывать, или тут надо спеть там, или даже при записи? Всегда Да? Да, всегда бывает. Как бы такие моменты. Ну вот Алена как-то полностью доверяет мне, что ли, да? Да, вообще. И, допустим, она вот сможет один раз спеть, и все, она скажет, все нормально. Я говорю, вот аранжировка, послушай. Я такая, послушай, все нормально. Я говорю, как, что, даже не придерешься, что-то может не нравится. А нормально, вот в этом плане, конечно, легко вообще. То есть, если ее записывать, это все очень быстро. Я просто не люблю надоедать. Некоторые приезжают, допустим, песню запишут один раз, второй, третий, ой, тут не и просто сидишь 2 часа с ними, чтобы песню записать. Она уйдет 5 минут, все, работай. Дальше сам. Угу. Ваня, еще для тебя хотела вопрос задать. Как рождаются твои хиты? Музыка, даже если это тексты. Как это происходит? Где-то смотрела, потому что видеоролик, что бывает, это вот прям с друзьями сидишь в компании, хоп-хоп, и что-то родилось. Это правда? Ну, бывает. То есть это вот прямо на эмоциях. Ты человек эмоции. Ну, как бывает, это по-разному бывает. И в дороге, например, там муза пришла тебе. Там... Да, у нас вот были стихи, допустим, одни. Нам дали стихи, и мы с Аленкой, Аленка говорит, давай, что надо сочинить музыку. Пока мы съедем с Ижевска до Пурги, мы сочинили музыку, пришли в студию и записали. Все, вот, спонтанно вот. Иногда бывает, что 2 года ждешь что-то, что вот песню начал припев, допустим, написал, и потом вот ничего нет. Ходит так вот, напевает, а потом хоп, и песня родилась у него. Просто мне кажется, просто я думаю, что надо иногда душевно отдыхать, допустим, съездить на рыбалку. Так, сразу вопрос у меня про это, значит. Получается, как, большая семья у вас все равно уже, как бы, да, и как расслабляетесь и отдыхаете? Если сцена, вот эти вот все мероприятия, это работает, то как расслабляетесь и отдыхаете? Ну, для меня отдых самый большой, это вот лечь спать и поспать. Ну, это отдых, уж отдых. Выспался, все, сил есть. А вот так вот, конечно, я вот люблю очень рыбачить, да. Алена, у тебя какие пристрастия к отдыху? Ну, у меня приехать домой, это уже вот, приехал домой, это уже сколько-то с тебя уже, как будто какой-то груз с тебя уже Сняли, да? Постряпать, там, дети бегают, рассказывают, там, Данила рассказывает, да, как он день провел. Угу. Что еще нужно? То есть семейный такой уют, да? Угу. У вас бегает замечательная, очень красивая девочка. И я хотела спросить, как думаете, творческая будет она личность? Ну, она уже сейчас даже. Да. Но по мелодии уже понятно,
О какой песне идет речь? Я когда, О чем она поет? я когда делал веранду, туда, то не есть наступай. вынес лист OSB, это как фанера, вот, да, представляешь? Положил, что думал, порежу, что-то ушел туда, вот, там что-то хожу, пока она уже встала, обувь сняла, взяла какую-то палку и представляю себя на сцене. И она ходит вот так вот, И ходит, напевает песню. что-то поет там, то есть для нее это уже вот этот лист сцены, Понятно. мне кажется. Как вообще таких два творческих, эмоциональных вообще человека уживаются в семье? Это возможно? И как это происходит? Очень даже хорошо уживаемся, да, Вань? Да. Бывает, конечно, всякое, да, и ругаемся, и обнимаемся, и любим. Ну, мы ж живые люди. Да. Ну, мне кажется, все ругаются, как все нормальные семьи. Нет, мы не ругаемся, да. А что делаем? Вообще не ругаемся. Мы поем с тобой, понимаешь? Да. Все заканчивается Заканчивается песней. песней.